Жайракский район – настоящая кладезь ингушского народа. В каком состоянии величественные башни, которые сотнями лет радуют туристов и изучаются учеными? Сколько объектов культурного наследия зарегистрировано в Ингушетии? Какая работа проделана в рамках долгосрочной программы развития горного района группой «Сафмар»? Сколько за 2024 год выявлено ранее неучтенных памятников архитектуры? В прямом эфире мы сегодня поговорим о мерах, предпринимаемых для сохранения уникальных архитектурных монументов, которые веками являются гордостью ингушей. В студии Диана Дударова. Здравствуйте, Моша Лышек. Я представлю наших гостей. У нас сегодня в студии генеральный директор проектной организации АСМ Групп Санкт-Петербурга Михайлов Алексей, председатель Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Ингушетии Кадзуев Тимирлан, исполняющий обязанности директора Жайракско-Асинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника Ахметхан Сампиев, заместитель директора археологического центра имени Крупнова Гадеев Умалат. Я вас приветствую в студии нашей программы. Напоминаю нашим зрителям, мы работаем в прямом эфире, и у вас тоже есть возможность стать участниками нашей программы, задавать вопросы нашим гостям. Для этого достаточно позвонить на бесплатный номер, который указан на ваших экранах: 8 800 505 45 48. Также вы можете в ходе эфира отправлять нам текстовые сообщения на номер WhatsApp 8 962 644 33 11. Я хочу отметить, что сохранение объектов культурного наследия Ингушетии – это важная задача, которая требует внимания и усилий и со стороны государства, и со стороны сообщества. Наш уникальный край богат историей, архитектурными памятниками и традициями, которые формировались на протяжении веков. Уникальные башни Верхней Ингушетии представляют собой не только туристическую ценность, но и являются свидетельством богатого культурного наследия нашего народа. В связи с этим мне хотелось бы спросить, Ахметхан Алиханович, сколько объектов культурного наследия на сегодняшний день зарегистрировано в республике и в каком они состоянии? На сегодняшний день у нас зарегистрировано 2721 объект. Мы полностью сейчас провели всю документацию, проверили все приказы. Там повторялись некоторые объекты, и поэтому сейчас вот эта сумма как раз, то, что итог 2721 объекта у нас культурного наследия. Из них 284 это объекты федерального значения, 45 регионального и 20 местного муниципального значения. И многие объекты разной степени находятся в разной степени состояния. У некоторых аварийные, критические, многие руинированных объектов у нас очень много там тоже находится. И сейчас мы проделаем очень большую работу, как раз ставить на учет те, которые выявляем новые объекты и ставим на учет. Тимирлан Умарович, скажите, пожалуйста, какая работа вами проводится по постановке этих объектов на учет и какие из этих объектов представляют особую ценность для нас? Сергей Николаевич, хотел бы немножко прояснить ситуацию. 2721 объект у нас на территории Жайракско-Асинского музея-заповедника. Помимо горной части у нас есть и равнинная часть. На равнинной части у нас в основном много объектов археологического наследия. Ну, к примеру, у нас 121 объект культурного наследия федерального значения, археологического наследия. Работа ведется по постановке, в принципе, подавляющее большинство объектов, они имеют статус выявленных объектов культурного наследия. Как Ахметхан сказал, 284 у нас, всего 349 объектов, включенные в реестр. Остальные объекты, объекты культурного наследия, объекты археологического наследия, они имеют статус выявленных объектов. Работа в этом направлении для постановки на учет выявленных объектов, работа проводится следующим образом. Объекты, обладающие признаками, любой гражданин
имеет право, если он обнаруживает, допустим, какой-либо объект, который похож, скажем так, на объект культурного наследия, он пишет заявление установленного образца в комитет, и мы смотрим, проводим анализ этого объекта, и если он соответствует категории, мы его ставим на учет, как выявленный объект культурного наследия. Далее работа проводится в направлении включения этого объекта в реестр. То есть для этого нужно проведение историко-культурной экспертизы. Это дорогостоящая процедура. После этого, после историко-культурной экспертизы, мы подаем документы в Министерство культуры России, и объект ставится на учет как объект культурного наследия федерального, либо регионального значения, либо местного муниципального значения. Вот такая работа у нас проводится. В настоящее время в республике проводится большая программа при финансовой поддержке благотворительного фонда «Софмар» по актуализации и инвентаризации объектов культурного наследия, находящихся на горной части республики и равнинной части. Алексей Григорьевич Михайлов, руководитель этого проекта, я думаю, что он лучше скажет, более 800 объектов они исследовали на 26 архитектурных комплексах. Выявлено более 300 объектов, ранее неучтенных, о которых мы не знали, в принципе. Сейчас идет работа по постановке на учет этих объектов. Спасибо. Да, стоит отметить, и нужно неоднократно отмечать, что благодаря участию предпринимателей, мецената нашего земляка Михаила Сафарбековича Гуцериева проводится огромная масштабная работа на территории региона. И уже восстановлено серьезное количество башенных комплексов. Это Биш, Дни, Морч, Харп, Пуй и другие. И, Алексей Григорьевич, скажите, пожалуйста, мы слышим, что работа масштабная, мы видим технику, но я уверена, что многие не до конца понимают, насколько это серьезная работа, какое количество специалистов вовлечено в эту работу и с какими сложностями вы в процессе сталкиваетесь. Поделитесь с нами итогами работы, которая уже проведена вами. Хорошо. Компания работает в Ингушетии уже 3 года. Соответственно, общее понимание ситуации есть. Заходили мы в республику как проектная организация, которая, собственно, начала с комплекса НИИ. И изучала башни конкретно на этом комплексе и разработала в 2 этапа проекты реставрации по 12 башням. Собственно, этот объект реализован с позитивным результатом. Мы продолжаем изучать те комплексы, на которые задачи нам ставит Софмар, благотворительный фонд. Мы не только изучаем объекты и делаем проекты реставрации, соответственно, и согласовываем всю проектную документацию в Комитете по охране объектов культурного наследия. Второй блок работ, что касаемо программы, некоторые здесь ее называют «Паспорт Ингушетии», это более масштабная работа, более амбициозная задача, на которую нам выделено 3 года. Собственно, первый год был 24-й. Она состоит из 3 основных блоков. Первый блок – это полевые работы. Соответственно, группа специалистов, в большей степени архитекторов из Петербурга, прилетает сюда. В чем заключаются полевые работы? Мы заходим на комплекс, причем очень сложно составить маршрут, поскольку изменчивые погодные условия. Поэтому, как погода позволяет, расстояние и прочее, заходим на комплекс. Обычно это происходит в то время, когда нету снега или травы, соответственно,
Мы исключаем работу в зимнее время, в летнее время. То есть сейчас на данный момент Сейчас работы эти работы не ведутся? остановлены, да. Значит, заходим на комплекс, выявляем, размечаем все объекты от самых больших боевых башен до самых маленьких стел, памятников, которые видны из земли. Пытаемся определить и выявить подземные склепы. Иногда это получается. После того, как происходит разметка, соответственно, тщательные фотографии снаружи, изнутри объектов. Мы летаем дронами, делаем съемку, делаем привязку в координатах каждого объекта. И что самое важное, с помощью современных сканеров мы снаружи и изнутри сканируем каждый объект с такой точностью, что будет виден каждый маленький камушек вкладки стены. Значит, для чего это нужно? В первую очередь для того, что если завтра, не дай бог, упадет часть стены или, не дай бог, целая башня, то мы понимаем, в каком виде, в каком состоянии она была сегодня, и, соответственно, ее можно в случае в такой истории взять и воссоздать именно в том виде, в каком она есть сейчас. Это первый блок работ полевые. Второй блок работ происходит с помощью историков компаний, которые работают в различных городах и регионах не только России. Соответственно, это сбор исторических данных про Республику Ингушетия. Мы собираем копии книги, печатные издания, старые карты, старые фотографии, археологические отчеты советского периода. Кстати, этот вопрос очень волновал многих жителей республики. Потеряют ли эти башни свой первозданный вид? Насколько для вас этот вопрос был очень значим? И какая работа, продолжите, пожалуйста, проводилась? Чтобы сделать аргументированно правильный и честный проект реставрации, соответственно, аргументами как раз могут брать и служить архивные данные. Старые фотографии, старые описания. Поэтому чем больше таких данных будет, тем это более важные для республики. И, собственно, более правильные проекты реставрации будут получаться. За этот год нам удалось собрать из разных источников более 300 исторических черно-белых фотографий, которым 100 и более лет, поэтому это уникальная информация. Нам удалось получить копии более 500 книг, где в каком-то объеме есть история Ингушетии. Нам удалось получить копии всех, что очень важно, номеров газет «Терские ведомости» и «Кавказ», издававшиеся с 1860-х годов. Все номера у нас есть, Терские ведомости – это 4200 экземпляров газеты, Кавказ – это более 10 тысяч экземпляров газет. Поэтому в них тоже иногда есть ссылки на башенные комплексы, поэтому это очень важно. Нам удалось получить копии более чем 50 исторических карт разных временных периодов. Поэтому это такой блок архивных работ, и, соответственно, мы работаем Петербург, Москва. Ингушетия, к сожалению, практически пустая. Нам, к счастью, удается получить достаточно много информации из Северной Осетии. Они стали отдавать архивные материалы. Пока достаточно тяжело работать с Грузией, пока неохотно они отдают нам исторические материалы про Ингушетию, но мы решим и эту задачу. То есть вы еще работаете над этим, получается, чтобы договориться с этой стороной? Мы продолжаем работать, мы все более активно в процессе в этом, и сейчас закончу. Соответственно, оба этапа работы, полевые и архивные работы, мы разработали в Петербурге специальную программу, это база, куда будут загружены все эти материалы, и, соответственно,
У нас впереди минимум еще 2 года, соответственно, база будет брать и насыщаться, материалов будет много, и сканы башен, и газеты, и исторические фотографии, и предполагаю, очень хочу надеяться, что это будет благотворительным фондом в Сафмар в каком-то объеме взято и передано в Ингушетию, чтобы каждый желающий, даже сидя дома, имел доступ и мог посмотреть, что было с его комплексом по фотографиям там 100-150 лет тому назад. Поэтому это очень важная для республики работа, и результаты по этому году, они уже впечатляющие. Алексей Григорьевич, если уже говорить непосредственно о самих работах, отмечалось также, что вам приходилось работать в труднодоступных местах, пригонять туда технику. Вот насколько это усложняло вашу задачу? Я не пригоняю технику, поскольку не занимаюсь самой реставрацией, самими работами. Да, компания занимается исследованиями и проектами реставрации. Но вы сотрудничаете, да, с ребятами, которые естественно, мы сотрудничаем, мы встречаемся, мы следим за тем, как каждый из подрядчиков исполняет свои обязанности, как он работает. Да, есть очень труднодоступные комплексы, в том числе из-за погодных условий. Есть такие моменты, как они присутствуют, дикие звери, есть комплексы самые дальние, удаленные, которые, к сожалению, до сих пор не разминированы, поэтому работаем в тяжелых условиях. И достаточно рискованных, получается. Мне сообщают коллеги, что у нас есть первый звонок. Говорите, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Ассаламу алейкум. Сердик Хашим. Сердик Елшин. Я, наверное, в первую очередь хотел сказать огромное спасибо всем, кто присутствует сегодня в студии, за вашу работу. Вот вы занимаетесь выявлением объектов культурного наследия, также сохранением ингушского народа. Вот каждый выявленный объект, это мы уходим вглубь изучения истории ингушского народа. У меня такой вопрос. Вот мы ездили этим летом в горы, и есть башенный комплекс Кишиоли Ахаджикас. Вот для реконструкции этих башенных комплексов каждому тейпу надо делать официальное обращение, либо эти все комплексы будут восстанавливаться. Именно вот вопрос касаемо вот это самый старый башенный, вот этот старый башенный комплекс Кишиоли Ахаджикас. Вот люди, наверное, знают об этом. Баркусан Яриасал. Баркалгатухрах. Умалат Бесланович, давайте немного войдем в экскурс, расскажем и нашим зрителям, которые не знакомы с этим комплексом, что это за комплекс, кому и к какому тейпу он относится. Ну, это интереснейший архитектурный комплекс, он расположен на левом берегу реки Нихи, на очень таком интересном, живописном месте, районе нашей горной Ингушетии. Здесь тоже, как говорится, есть на что посмотреть. Да, интересная во всех отношениях боевая башня, группа там других архитектурных объектов. Вот. И это памятник привлекал внимание еще более 100 лет назад, да, и более активно здесь работал археолог Леонид Петрович Семенов, известный и широко в наших краях, и за его пределами исследователь, который в определенные годы руководил Ингушским научно-исследовательским институтом в Владикавказе. Вот, и была организована достаточно большая экспедиция, в состав которой входили и археологи, и архитекторы, например, Щеблыкин работал с ним, вот, художники, и эта группа работала в ущелье реки Нихи и на территории архитектурного ансамбля Тишевли в частности. Вот, и вот с тех пор этот комплекс привлекает большое внимание исследователей. И там есть на что посмотреть. И на этот комплекс, и соседствующие новые Яули, они расположены рядом, можно сказать, образуют такой архитектурный оазис, можно сказать. И там, и здесь есть посмотреть
на интересную историю этого объекта. Здесь есть и петроглифы, да, какие-то замысловатые рисунки, и руинированные башенные комплексы, склепы. Вот. И, ну, насколько я знаю, и все это знают, отсюда вышел большой, крупный род Евлоевых. Я просто хотел добавить, Митхан Альканович, да, вот можно вот еще мы продолжим ответ нашего зрителя. Человек интересуется, будут ли реставрировать и нужно ли согласие тейпов, вот, или реставрируют полностью независимо от согласия или несогласия. Нет, конечно, это... будут согласия, конечно, тейповские будут. И все башни вот по как благотворительный фонд «Ставмар», они приняли решение, что долгосрочная программа подписана, и работа будет проводиться, реставрация будет проводиться надолго, пока все башни не будут отреставрированы. Поэтому эта работа будет идти, и старые Евли тоже там дойдет очередь, и тоже будут восстанавливаться. Просто в прошлом году я выезжал в этот башенный комплекс, и вот как раз мы там выявляли склеп, который не был зарегистрирован, как раз ставили на учет. Поэтому буквально каждый выезд в какой-то башенный комплекс мы что-то там выявляем. У нас еще горы многие еще не обследованы, много тайн хранят в себе. Поэтому это, конечно, и старые Евли мы восстановим. Придет свое время. То есть очередь до всех дойдет? Да, до всех дойдет очередь. Для этого нужно тейпу обратиться в благотворительный фонд «Ставмар», написать заявление с просьбой провести работу по сохранению того или иного комплекса. Спасибо. У нас еще один звонок. Говорите, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Алло. Да, говорите. Ажил Серик Хошин. Маша Дашинхас. Умалатик Дарсер, Гади вопрос. Курган Жахашта, Гунуш Хулвен. Яхкижна Хулкаж, Капатиж, Сажиртат Хамаж Лехаж, из the разрешение, езжь или ах, еще ачишь, Богу ешь Хамаж Аллах. Хороший вопрос от нашего телезрителя, актуальный, животрепещущий. Да. К сожалению, проблема разрушения этих комплексов курганов имеет давнюю историю, в общем, и абсолютно любые работы, не санкционированные законом на территории археологических комплексов, будь то городище, поселение, курган, катакомбы, могильник, запрещены. Нужно санкции, имеется в виду это разрешение в виде открытого листа, который выдается сроком на 1 год Министерством культуры Российской Федерации. Вот, только на основе наличия вот этого разрешительной документации. Там есть ответственность за разрушение археологических объектов в зависимости от статуса, который имеет. Да, мы знаем, что каждый объект культурного наследия имеет статус региональный, муниципальный, федеральный и так далее. Есть объекты, которые обладают особым статусом. Вот, и каждое деяние, которое производится, да, в отношении тех или иных объектов по своему статусу, они достаточно четко расписаны в Уголовном кодексе, административном и так далее. Поэтому в последнее время российское законодательство ужесточило меры в отношении физических и юридических лиц, которые занимаются определенными незаконными, несанкционированными действиями на территории археологических комплексов. Поэтому работать на территории объекта археологии нельзя, за исключением, как я и говорил, санкционированных работ, да, на основании открытого листа. Поэтому это очень негативно влияет, я имею в виду вот эти несанкционированные, незаконные работы
на территории тех же курганов. Курганы, к сожалению, они визуально лучше проглядываются и лучше видны, и определяются на местности. И, вот, соответственно, многие люди, которые хотят наживиться на историческом прошлом, можно сказать, на прошлом наших предков, вот, занимаются извлечением из недр земли, будем так говорить, археологических предметов с целью их незаконной реализации. Или на интернет-площадках, или в какой-то другой форме. Есть еще один аспект, который я хотел бы обратить внимание. Извините, Умалат Бесланович, а этих фактов стало меньше в последние годы? Я не сказал бы, что их стало заметно меньше. Да, эта проблема была актуальна всегда, да, к сожалению, и в большей степени это связано с зонами, которые покрыты лесом. Вот под прикрытием лесной чащи вот происходят и такие вот вещи. Да. Ну, в свое время мы, да и в последнее время, пытаемся доносить до общественности о пагубности таких вот действий, мероприятий, потому что уничтожается историческое прошлое. Мы сами выезжали по этим следам, пытались фиксировать, в общем, следы уже непосредственно на месте, я имею в виду следы действий лиц, которые незаконно занимаются, фактически, можно сказать, разграблением. У нас есть основные такие очаги, где это производится, эти работы, да, начиная там, да, от Аль-Юрт-Сурхахов, вот эта лесная зона, дальше туда, на восток, в Яндере, включая вот, эту территорию. Ну, как я и говорил, вот, зоны, где лесные вот эти вот чаще вот там. Давайте примем еще один звонок. Зритель висит, ждет. Мы переживаем, что сорвется. Говорите, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Алло, Царик, салам алейкум. Алейкум салам. У меня вопрос такой. Я вот ездил в горы, но там у нас нет никакой охраны объекта вообще. Любой, кто захочет, может камень или что-нибудь такое со свастиком взять, унести. И мы знаем, они появляются потом в соседних регионах. Или же там охрану какую-нибудь, хотя бы частную компанию привлечь. Спасибо за звонок. Ну, этот вопрос у нас тоже был в арсенале. Вот какая работа по охране этих объектов проводится. Мы понимаем, что важно не просто отреставрировать, это важная часть по сохранению наследия тоже. К сожалению, это очень сильная проблема вот в горах, потому что на каждый башенный комплекс не поставишь охранника. Такое невозможно. Самый лучший вариант этой ситуации – это видеонаблюдение. Мы стараемся, вот в прошлом году в 3 объектах мы установили видеонаблюдение. Будем дальше работать. А какие объекты можете озвучить? Ну, вот Хабаерды ставят, потом Таргим и Чори. Там у нас уже стоят видеонаблюдения. И будем дальше работать. И также будем выходить с предложением, что те, которые реставрациями занимаются, сотрудники, чтобы устанавливали видеонаблюдение после того, как будут отреставрированы эти объекты. Потому что это очень актуальная тема. И с этим насколько это затратная тема? Вот те 3 комплекса, где установлено видеонаблюдение, это за чье финансирование проведена работа? Ну, они были установлены как раз за счет правительства, но затратные, потому что там свет не проведешь, вот, электричество так не проведешь, там, все надо через спутников. И вот, например, Цори, если брать, мы через спутник у нас идет. Солнечная батарея. Да, солнечная батарея и спутник, связь только через спутник. Очень тяжело бывает устанавливать, и поэтому, конечно, затратно. Объектов, конечно, культурного наследия много, но таких крупных башенных комплексов, которые чаще всего посещаются, но их, если сравнивать с остальным количеством, их не так много, я считаю. Все-таки это очень важная часть. Очень нужно. Давайте примем еще один звонок до рекламы. Говорите, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Говорите, мы вас слушаем.
Алло. Да, говорите, озвучите свой вопрос и просьба отойти от телевизора. Да, я от телевизора далеко. Мгм. Говорите, мы все вас слушаем внимательно. Добрый вечер. И вам доброго вечера. Я бы хотела бы поблагодарить Гуцериева Михаила и всю его команду за ту проделанную работу, которую они сделали для восстановления наших объектов культурного наследия. Это очень уникальная, красивая, большая работа. Этим мы должны гордиться и сохранять. То, что для нас создается, то, что для нас делают эти прекрасные люди. И просьба у меня к нашим жителям, и те приезжают, кто отдыхать, чтобы берегли и ценили это все. И у меня один маленький вопрос. Вот крепости, вот этот комплекс начали вот этот восстанавливать. Но сейчас как там затишье пошло. Будет ли это дальше продолжено? А еще раз озвучите Больница. название комплекса. Вот где больница, крепость есть? Вот крепость. это? Крепость Назрановская. Назрановская. Да, Ага. да. Вот там вот это, там я знаю очень историю этого всего я знаю, потому что я там рядом жила, я там выросла, и это знаю. И еще, там внизу находилась мельница. Тоже было бы, если бы восстановить вот это все, и у нас то отдыхать туристы, кто приедут, увидели бы вот такую ценность красивую. Спасибо вам большое. И с наступающим. Спасибо вам за звонок и хороший вопрос. Присоединяемся к вашим словам благодарности и призыву к жителям республики и туристам беречь все то, что для нас делается. Ну и к вам, Ахметхан Алиханович, вопрос, что там по... Ой, извините, пожалуйста, Тимирлан Умарович, по крепости и по мельнице. Вот про мельницу я, честно, первый раз слышу. Назрановская крепость 1810-17 годы является объектом культурного наследия федерального значения. Это очень значимый объект, очень значимый. Как раз такое совпадение, что проектная организация SM Group мне сегодня сдала проекты по этому комплексу. Мы сегодня приняли проекты, но будем выставлять проект на историко-культурную экспертизу, выставлять на обозрение. Планируется провести работы на этом комплексе по восстановлению этого, ну, можно сказать, это комплекс крепости со следующего года. И еще хотел добавить, что буквально на днях мы завершили работу по определению проекта зон охраны на крепость. То есть, что такое зона охраны? Границы территории и зоны охраны. Если даже объект является объектом, включенным в реестр, если там не определить зону охраны, то трудно будет нам бороться с теми, кто ведет там хозяйственную деятельность. Земляные, там, мелиоративные, строительные работы. Сейчас есть четкие границы по этому комплексу, четкие границы, где запрещается проводить любые работы. Любые работы, вот эту работу мы сделали. То, что касается мельницы, честно говоря, не могу на этот вопрос ответить. Для меня нельзя сказать, что это для меня является новостью. Я слышал об этом, но пока до конца этот вопрос не проработан. Вопросы восстановления Да, этой мельницы. Алексей Григорьевич, есть ли вам что добавить по крепости? Да, я бы добавил, крепость уникальное сооружение, общая протяженность стен около километра, чуть меньше. На сегодняшний день мы видим остатки двух круглых башен. Соответственно, нам достаточно быстро, что было удачей, повезло раздобыть проектные, что очень важно, чертежи 1843 года. Сведения о крепости и более ранние есть. Но основываясь на этих чертежах, мы, собственно, стали искать этим летом конструкции крепости. И, соответственно, подтвердилось то, что основная часть сооружений это именно относится к этой дате строительства.
Вот, это раз. Второе, удалось сделать совершенно уникальные находки в виде конструкции самих башен изнутри. Да? Были обнаружены старые конструкции винтовых лестниц, обнаружены гнезда, где сохранились куски древесины, из которых были сделаны ступени этих лестниц. Вот. Что очень важно, то, что в процессе работ, имея вот эти исторические планы, удалось отыскать две ранее глазу, так скажем, обозревая крепость, невидимые конструкции еще двух башен. Поэтому одна вдоль стены, это третья башня, а четвертая, это, собственно, и в проекте она звучала так, отдельно стоящая сторожевая башня, поэтому ее контуры мы тоже обнаружили. Сейчас контуры находятся от крепости на расстоянии метров 200. Это частная территория, рядом построен дом, огорожен забором, но контуры башни там остались. Поэтому вот такие открытия сделаны, соответственно, проект аргументированно разработан на период 1843 года, поэтому очень надеемся, что работы начнутся в следующем году. Спасибо. Умалат Бесланович, по поводу мельницы вы хотели дополнить, которая была когда-то на территории крепости. Ну, эта мельница есть и сегодня, она расположена рядом, недалеко от Назрановской военной крепости. И это водяная мельница, и построена она в конце XIX века Масиговыми. И до сих пор, разумеется, она принадлежит Масиговым. В этой мельнице очень интересная история. Дело в том, что она еще в тот период, в конце XIX века, да, в начале XX, она достаточно успешно покрывала нужды не только жителей Барсуков, но и соседних и дальних сел. Сюда приезжали и достаточно в хорошую мощность выдавала эта мельница, обслуживала население. И неплохо она сохранилась и в наши дни. Мы как-то ездили, делали схему и публикацию по этому, можно сказать, памятнику. Вот. И, насколько я знаю, Масиговы, да, они большие молодцы, они своими силами пытались и проводили там текущие ремонтные работы, делали, насколько я знаю, в последний период перекрытия, в общем. И на равнине, да и не только на равнине, это своего рода единственный сохранившийся такой объект. Поэтому его надо сохранять, изучать. И вот, пожалуйста, для туристов замечательный объект для показа. Ну, мы очень надеемся, что его тоже также отнесут тем объектам, которые намерены реконструировать, и наравне с крепостью тоже приведут его в первозданное состояние. Мне сообщают, что у нас еще один звонок. Говорите, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Ассаламу алейкум. алейкум. У меня вопрос к Алексею Григорьевичу. Алексей Григорьевич, в одном из своих интервью, где-то примерно около полугода назад, говорили о том, что в Грозненский краеведческий музей отправлен запрос по возврату фрагментов каменного панно архитектурного строения Тхабаирды. Хотел поинтересоваться, вернули ли эти фрагменты. И что-то мне подсказывает, Алексей Григорьевич, что эти фрагменты не вернули. У меня есть предложение, может быть, произвести повторно этот запрос, но уже на уровне глав республик. Спасибо вам за звонок. Я отвечу, да. В самом деле, к счастью, эти уникальные фрагменты сохранились, это самое главное. Хранятся они на территории в соседней республике. Поэтому это то, что удалось нам сделать. Это была задача наша.
Соответственно, запрос был сделан, нам официально ответили, что мы можем приехать ознакомиться. Вот. Ну а дальше, соответственно, я поддерживаю вас, то, что дальше, мне кажется, в эту задачу надо подключаться на уровне правительства, комитета по охране объектов. Вот. На сегодняшний день они пока еще находятся в Чеченской Республике. Вам есть вопрос что добавить? вопрос на уровне правительства решался. К нам приезжала делегация Чеченской Республики во главе с заместителем министра культуры прошлым летом. Ну, вопрос прорабатывается, вопрос как бы не стоит на месте. Мы приложим все усилия, чтобы эти артефакты, эти фрагменты вернулись на историческую родину. Я хотел бы добавить к этому вопросу комментарий. Дело в том, что в 2009 году я ездил туда, в музей, работал с этими материалами. Вот, там сохранился этот фрагмент барабана, да, от макета храма, который, как мы знаем, был на территории Табаерды. Очень интересные в художественном исполнении карнизные блоки, которые несут на себе разные мотивы, орнаментальные там, и так далее. В общем, и тогда на уровне руководителей музея мы пообщались. Я тогда поговорил с руководством и наметили мы как такую канву действий, что как бы эти вещи они должны быть все-таки возвращены сюда, на место, да, на родину, можно сказать, в наш музей, или в процессе реставрации поставить их на место. Ну, это решат те, кто делает проект. Вот. И поэтому это интересные, уникальные материалы, которые всеми силами мы должны возвращать нашу республику, наш регион. И мы очень будем надеяться, что они будут возвращены на свою историческую родину. Нам поступил еще один звонок. Говорите, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Алло. Говорите, мы вас слушаем, Серди Калшин. Да, я сама Серди Калшин. А в районе автостанции памятник Дароя археологический. Что с ним произошло? В районе автостанции, он говорит? Еще Да. раз. Ага. В каком населенном пункте? А можете населенный пункт Новый или озвучить? старый? Это имеется в виду новый автовокзал. Назрани. Звонок сорвался, к сожалению. Это, наверное, Назрани новый имеет в Ну, виду. автовокзал. вот это, наверное, автостанция в Назрани, которая находится, наверное, новая. На Церковские курганы, да, по-моему? Там это на Циркотское городище номер 2, кажется, да. Вот и там как раз вот это здание автовокзала, да, частично на ее территории, оно было возведено. Вот. Ну, об этом, наверное, и спрашивает. Ну да, в каком он состоянии, вот что известно человеку, будут ли его восстанавливать? Это археологический объект, археологический комплекс, поэтому там только раскопки. Исследования. Только раскопки, да, нет, там нужно проводить. Ну, он когда последний раз исследовался? Нет, таких вот археологических работ там не производилось, имеется в виду раскопочного характера. А так, этот памятник известен давно, он стоит еще в 2000 году. В 2001 году был поставлен на государственный учет, а археологических раскопок, да, полноценных исследований, визуальные работы производились, там работа по постановке на госучет, а раскопок нет, не производилось. Спасибо. Еще один звонок. Говорите, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Ассаламу алейкум. Добрый. У меня вопрос к Алексею Григорьевичу. Скажите, Алексей Григорьевич, а вот я по храму от Табаерды, есть ли какая-то историческая документация по этому храму, как он выглядел ранее? И будут ли его восстанавливать, или он останется в прежнем виде, как он выглядит сейчас? Спасибо Ну, и большое. вопрос, спасибо. Анонсировалось, да, что Да, он будет реставрироваться? Вопрос интересный. История храма, она обширна, да. Многие считают, что 8 век,
Вот. Здесь я склонен взять и поспорить, поскольку архитектура внутренних конструкций храма говорит о том, что это средние века, более поздние, и те арки, которые мы видим и прочее. Вот. Но при всем при этом на сегодняшний день, к сожалению, не установлена причина аварийности храма. Кто-то считает, что сползает холм, который за храмом. Но если бы сползал холм, то те склепы, которые стоят на холме, они бы уже разрушились. Они целые стоят. Соответственно, исторические рисунки есть, все это относится на XIX век. Значит, ученый из Германии Энгельгард, ученый из Петербурга Миллер из Академии наук, с разницей в 80 лет ровно, один в начале 19-го, другой в конце, делали рисунки по храму. Значит, это очень точные рисунки, они очень важны для правильного проекта реставрации. Так вот, на одном из этих рисунков в правом уличном пределе, уже со стороны улицы, изображена лестница. Вот это очень важно, потому что просто так лестницу не стали бы рисовать. Соответственно, вверх вести ей некуда. Значит, эта лестница могла вести только вниз. И вот это очень важно, когда уйдет снег, отыскать с помощью археологов следы вот этой лестницы. И поскольку никогда археология не проводилась внутри храма, а все археологии, которые проходили в советское время и в более позднее сейчас, они проводились снаружи храма с разных сторон. Соответственно, вот эта лестница дает предположение о том, что под храмом может быть некий объем, о котором никто не знает. Не берусь сейчас ответить, полноценный это этаж или какие-то маленькие, невысокие конструкции. Но если стали с времени или по какой-то причине трещать и разваливаться именно они, то причина аварийности храма может быть скрыта именно в этом. Соответственно, после схода снега должны быть установлены временные ограждающие конструкции снутри и снаружи храма, которые будут поддерживать и снутри, и снаружи стены и своды храма. И после этого археологи впервые должны аккуратно провести исследования археологические внутри храма и посмотреть, что под храмом. Вот это очень важно. Это, предполагаю, откроет нам многие сюрпризы и загадки. Что касаемо, чтобы не расстраивать вас тем, с чего я начал, про 14 средние века, предположим, 14 век, скажу больше, что те работы, которые были проведены в этом году весной с помощью Малата, в том числе, огромное спасибо, отличные работы были сделаны снаружи храма. Соответственно, мы обнаружили, что из-под существующего объема храма на глубине полметра стал вылезать фундамент какого-то другого строения. Чуть-чуть, но стал вылезать. Более раннего строения. Поэтому мы можем и уходить под храм. Поэтому мы можем четко брать и предполагать, что на месте существующего Тхаба-Ярды стояло какое-то более раннее строение. Плюс к этому археологи вокруг храма рядом обнаружили следы древних поселений. То есть эта территория, она осваивалась достаточно давно. И аргументом может быть достаточно интересная находка на глубине 1,5 метра. Был обнаружен серебряный зузун, монета или медальон. Это Иран, VI век. Поэтому VI – это сильно, и это уже говорит о том, что нужно искать, исследовать и сам храм, и территорию, собственно, его окружающую. Спасибо. Мулат Бесланович, что вы добавите по тем работам, которые вами проводились весной?
Ну, этот храм я знаю давно, с 95-го года. Первая студенческая практика по археологии у меня проходила на Таба-Эрды. Интересный во всех отношениях объект международного значения, я не побоюсь этого слова. Только даже если мы взглянуть на скульптурные композиции, на орнаментальные мотивы, декорированные другие вот эти вот панно, лапидарные камни, и все это говорит о том, что храм этот был достаточно, разумеется, богатый, и, во-вторых, к его строительству, к его формам относились со всей тщательностью и привлекались для этого лучшие мастера своего дела. Здесь, на этом храме, элементарно можно вспомнить о том, что, например, есть те мотивы орнамента, которые нигде не встречаются вообще. Они свойственны только для этого памятника. Да, вот касаемо, кстати, вопроса нашего телезрителя, да, какие формы он изначально имел. Но на этот вопрос тяжело ответить. Просто по той причине, да, и Алексей приводил, да, данные, да, на 19 век, да, и уже есть зарисовка Штедера 1781 года, но они, все эти зарисовки, вся эта документация отображает поздний строительный период в жизни этого памятника. Я тоже проводил археологические раскопки на этом храме в 2008, 2009, 2010 там, с коллегами из Москвы. В общем, и работали в Северном пределе. До моих работ там исследовал археолог Гиви Гамбашидзе. В преддверии так как раз ремонтно-восстановительных работ в конце 60-х годов. И, как Алексей Григорьевич правильно отметил, археологические раскопки в интерьере не производилось. Они производились вдоль, так называемой южной стены, где было выявлено 3 склеповых построек, вдоль восточной стены под алтарным окном и в северном пределе, или как ее некоторые исследователи называют Северная галерея. Все это были коллективные гробницы. Да. Здесь было похоронено от 2 до 9 человек. Вот. Что касается интерьера, то здесь была произведена расчистка завала, да, разбирали камни, то, что там накопилось, и все. А раскопок не производилось. Поэтому действительно в феврале-марте текущего года мы работали с коллегами из Краснодара, в взаимодействии с Алексеем Григорьевичем. Мы работали на этом памятнике, и в ходе археологической работы действительно вылез угол постройки, да? Именно фундамент. На этот фундамент наслоилась так называемая сегодня ограда северного предела, или как северная ограда некоторые называют. Вот. И с этой точки зрения, конечно, там интересно, поскольку в 2008 году, когда мы открыли поперечную короткую стену в северном пределе, мне было интересно, почему под диагональю она выходит, не по прямой линии. Оказывается, она выходит через стену в основании, и угол ее как раз мы зацепили в этом году. Поэтому археология даст очень много интересного. И я думаю, только археология, собственно говоря, и ответить на многие вопросы. Да, на многие. Возникают многие спорные вопросы. У нас еще один звонок, говорите, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Алексей Григорьевич, звонок прервался, я хотел бы уточнить вопрос насчет памятника в районе нового автовокзала. Вот у нас был памятник там, его снесли и построили там автовокзал. Как это так возможно? Не исследовать его, снести, разровнять землю и построить автовокзал. Хотелось бы поконкретнее услышать ответ на этот вопрос. Конкретный задан вопрос. Действительно, правильно говорит телезритель, на этой территории необходимо было производить археологические раскопки до строительства этого объекта. Нового автовокзала, да? Да, но этого не было сделано, что есть большая ошибка. Вот конкретно. Можно дополнить? Да, пожалуйста. Сохранение именно объектов культурного наследия, археологического наследия сегодня является очень актуальной задачей. Из всех
памятники археологии, их более 120 на равнинной части республики. Они находятся во всех районах. И в Магасе, в Назранском районе, в Сунжинском, везде. Особенно их в Назранском районе много. Ни один памятник сегодня не имеет границ территории. Это важная тема для того, чтобы... Чем отличается граница территории, чем отличается памятник археологии от объекта культурного наследия, памятник архитектуры? Если памятник архитектуры, если даже он выявленный объект, если он стоит в реестре, состоит в реестре, у него есть граница, но нет зоны охраны. Там есть зоны от 100 до 300 метров по периметру этого памятника. То есть там нельзя проводить никакие работы, ни строительные, ни другие работы. Памятник археологии должен иметь границы территории. То есть граница территории, если мы определяем границы территории, то эти работы, любые работы там тоже запрещены. А сейчас они уязвимы, эти памятники. Сегодня одна из основных задач комитет видит установление границ территории наших объектов археологического наследия. Это громоздкая работа, это трудоемкая работа, это затратная работа, но надо эту работу сделать. Ну, мы выйдем с предложением в фонд Совмар по этому вопросу. Ну, надеемся в 2025 году, что мы хотя бы частично поставим, разработаем проекты границ территории. Спасибо. Еще один звонок. Говорите, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Алло. Да, мы вас слушаем. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Я звоню из сельского поселения Датых. В окрестностях нашего села находятся сотни археологических памятников, в том числе памятник архитектуры федерального значения Датыхская крепостная стена. Хотелось бы услышать от присутствующих, планируется ли постановка на учет данных памятников и поблагодарить Умалата Гадеева за проведенные им десятки археологических экспедиций и так далее. Спасибо большое. Так, по поводу постановки на учет, состоит ли на учете? Давайте с этого. Датыхская крепостная стена, он стоит на учете, это объект археологического наследия федерального значения. Этот объект стоит на учете. Правильно наш телезритель говорит, что в этом селе очень много неразведанных памятников археологии. Их очень много. Важной задачей является исследовать именно в этом селе. Недавно, во время строительства кладбища, сельского кладбища, нашли один объект, тоже памятник археологии. Он поставлен на учет, и эту работу надо продолжить эту работу, потому что... И еще такой вопрос. У нас в горной части и равнинной части, у нас как бы горная часть, предгорная часть и равнинная часть. Те объекты культурного наследия, архитектуры или археологии, которые находятся в предгорной части, я имею в виду такие села, как Алкун, Галашки, Датых, тот же Датых, там, Чемульга, Аршты, там находится, может быть, их немного, но они есть. Они практически, можно сказать, что они, никто за ними не следит. У музея-заповедника есть своя территория, в котором находятся как бы свои объекты. На равнине более-менее там памятники Великой Отечественной войны, Гражданской войны там, и так далее, более-менее уделяют внимание этим памятникам. Но они как бы в предгорной части наши памятники вышли из как бы контроля, скажем так, из надзора. Ну, сейчас мы прорабатываем вопрос о передаче вот этих памятников. Их где-то более 100 единиц. 100 объектов культурного наследия. О передаче вот этих
памятников в предгорной части республики в ведении музея-заповедника. Мы готовы взять их как раз. У нас есть специалисты, которые будут смотреть за памятниками. Ну, за ними будут следить инспектора, профессионалы, скажем так. А с администрация, ну, практически в сельских администрациях, в районных администрациях нет людей, которые отвечают за сохранность объектов культурного наследия. Их практически нет. Мулат Бесланович, по поводу исследований относительно Датыха, проводятся ли вами работы или, может, вы планируете? Хороший вопрос задал житель Датыха. Я подозреваю, что это Магомед Пидиев. Это самый активный, наверное, в этом районе человек, который реально... Учитывая, что население там очень маленькое на данный момент. И в этой связи это и как бы удивительно, да, что вот люди, это здорово, это хорошее явление, хороший феномен, да. Я наблюдаю, что вообще наше общество держит руку на пульсе. Они трепетно, с уважением относятся к культурному наследию наших предков. Я только поддерживаю этих людей и очень рад, что во всех слоях общества у нас есть такие люди, которые заботиться об историческом прошлом нашего народа, нашего края. Что касается вот Фортангского ущелья, да, в частности Датыха, мы там достаточно давно работаем, самые разные экспедиции. Я возглавлял работу в этой зоне. Это и дендрохронологические исследования, вот буквально недавно палеогенетические исследования, потому что на этой территории есть и каменные ящики, которые в свое время были открыты, исследованы тем же археологом Леонидом Петровичем Семеновым, который говорил, в 30-е годы, он выявил, исследовал, раскопал там несколько каменных ящиков, ну, которые, грубо говоря, датируются там в пределах 9-12 или 9-13 веков. Вот. Есть там подземные склепы на территории Датыха, в окрестностях Датыха, остатки жилых башен и башни сохранившиеся. Вот там есть, вот, поэтому там тоже есть, как говорится, на что посмотреть. Как правильно отметил Тамерлан Иванович, там прежде всего, конечно, нужно работать над тем, чтобы определять границы и утверждать их. Потому что если нет утвержденных границ, тут появляется, как говорится, опасность землеотвода, и, как говорится, эта территория может оказаться в собственности, там, ну, в частной собственности, не государственной. Поэтому этот вопрос злободневный, и не только в этой зоне, но и на предгорно-плоскостной. И поэтому, конечно, и администрации, чиновники, и администрация на местах, кстати говоря, тоже должны следить за тем, что есть на территории, которая им подведомственна, да, какие объекты культурного наследия. Вот, и заниматься в том числе и вопросами содействия охраны и сохранения этих памятников культурного наследия. Потому что говорить, что вот памятники у нас есть, пусть за этим следит там госорган охраны, еще кто-то другой, это наша совместная работа, потому что это наше общее наследие. Здесь необходимо, конечно, обращать на это внимание. Еще о чем я хотел сказать. Да, у нас очень серьезное внимание уделяется изучению, да, сохранению культурного наследия, там, да, горной зоны. Но на равнине тоже большое количество археологических памятников, которые требуют себе внимания, в том числе организация разведывательных работ, проведение раскопок, опережать тех же черных археологов, которые работают в той или иной зоне, с тем, чтобы им не было, как говорится, места для маневра. Я хочу сейчас вернуться к теме реставрации башенных комплексов и подчеркнуть, что президент Владимир Путин объявил о том, что будет принята долгосрочная программа по реставрации объектов культурного наследия по стране. И за счет средств федерального бюджета, сообщали, будут реставрировать средневековый комплекс оборонно-сторожевых башен во Внушке. Вот в связи с этим хотелось бы спросить вас, Ахметхан Алиханович, какая работа будет проведена, в каком состоянии сегодня во Внушке? Пожалуйста. Во Внушке узнаем. Это у нас финалист, бывший финалист в 2008 году
7 чудес России. Поэтому этот объект, он в пристальном внимании находится у всех фактически. И там постоянно у нас, как волонтеры, следят за объектом. Ну, конечно, он скальный, основание скальное, поэтому объект этот очень у нас как бы находится в приоритете, чтобы и в дальнейшем, конечно, будут проводиться необходимые работы, чтобы сохранить этот объект, в котором он находится. Поэтому и сейчас прорабатываются документы необходимые, какие нужно будут, чтобы проводить необходимые работы по ним. Ну, вот объект, он сейчас в удовлетворительном состоянии находится. Мы в дальнейшем, чтобы привести его в порядок, и в каком, чтобы он и сохранил свой, и чтобы у него было, проводится работа, и сейчас как бы исследовательские работы. Да, вот относительно исследовательских работ, Алексей Григорьевич, дополните ли вы относительно вовнушек? Ну, дополню. Там основная проблема комплекса, которая усугубилась за последние годы, это даже не состояние тех башен, которые остались, а состояние скалы. Пошли серьезные трещины, поэтому пытались изучать скалу, определили, что она имеет не только трещины, но и в каком-то объеме полости. Объемы этих внутренних полостей непонятны, но прежде чем приступать к реставрации самих башен, естественно, надо вначале взять и вылечить скалы, на которых они стоят, иначе это может быть бесполезная работа. Ну, вот, поэтому первым этапом предполагается работа по ремонту скального основания с заделыванием, инъектированием тех трещин, которые, к сожалению, на сегодняшний день есть. И после этого, собственно, работы по реставрации самих башен. Это очень ответственная работа. Безусловно, также я хочу отметить о завершении, точнее, об открытии музея в башенном комплексе Пуй. Работы там еще продолжаются. Вот в связи с этим, Малат Бесланович, хотелось бы спросить вас, вот проведение вот этой работы масштабной при финансировании Сафмара, насколько сегодня вот вся эта программа нам помогает пролить свет на историю ингушей, насколько вот те ценные находки, которые были представлены также и в музее Пуй, свидетельствуют о том, что наша история действительно уникальна, самобытна. Ну, замечательно то, что все эти работы сопровождаются исследованиями. Да? Это дополняет, да, ту картину, которая была на территории вокруг тех или иных архитектурных комплексов или ансамблей. Потому что археологические работы, да, раскопки, да, они показывают и уровень материальной культуры, и да, то, как жили наши предки в те или иные эпохи, какова была строительная традиция, вот, что применяли, что не применяли. Вот, поэтому мы видим, да, в рамках архитектурного комплекса Пуй, кстати, мы тоже работаем на этом объекте, очень интересный этот комплекс. И еще хотел бы сказать, что важным моментом является то, что как раз при проведении этих работ определяются границы, да, комплекса и утверждаются. То есть здесь не только проходят там реставрационные, там какие-то ремонтные работы, да, а производятся разведки, выявляются границы объекта культурного наследия, и они утверждаются, вот, соответственно, в государственном органе, уполномоченном в этой области. Вот это примечательно. Вот. Ну и сами исследования показывают, какие формы были у тех или иных архитектурных сооружений, будь то склеп, будь то башня там, да, или другая какая-то архитектурная единица. Ну и быт, воссоздание быта. Да, что какой антураж, да, какой-то контекст был вокруг
статистического средневекового ингуша, да, в это время. Поэтому... Да, ну и много вопросов даже у самих ингушей возникает, заходя в эти башни, как они поднимались на второй этаж, зачем нужна была печь, где умывались, вот все эти предметы быта, на что они предназначались. Но, к сожалению, мы пока не успеваем посмотреть наглядно сюжет, но эти материалы можем вы, дорогие зрители, увидеть на наших сайтах. Ну а мне сообщают, что у нас есть звонок, и говорите, мы вас слушаем в прямом эфире. Говорите. Озвучьте ваш вопрос, пожалуйста, мы вас слушаем. Баркалдерясхал. Умалат, время у нас ограничено, поэтому по возможности коротко отвечаем. Ну, пхе у нас было такое вот в ингушском языке древнее слово пхе, место, поселение. И вот как говорят наши коллеги, лингвисты, языковеды, которые изучают ингушский язык в старых его формах, говорят, что пхе это скорее идет именно от названия поселения. Пхе. У нас, кстати говоря, несколько башенных ансамблей в Горной Ингушетии, которые оканчиваются именно на этом компоненте, включая этот компонент. Да, Галаш Пхе, например. Вот есть еще один комплекс. Ну, это древнее слово. Ну, а кто вышел, какой род фамилии, это Пугоеву, это все знают. Ну, там и в структуре это фамилии, обширная фамилия, есть и другие, будем так говорить, фракции, но это уже как бы отдельная тема. Пока не завершился наш эфир, хочу также отметить, что в регионе активно продолжается работа по выявлению ранее неучтенных объектов культурного наследия. Ахмедхан Аликханович, скажите, пожалуйста, в этой части какая работа вами проводится? Каких успехов удалось добиться? Нашими сотрудниками очень активная работа проводится по выявлению объектов, неучтенных ранее. В прошлом году таких объектов было выявлено 68, в этом году 272 объекта. На самом деле цифры еще будут расти, потому что как раз сотрудники АСМ групп, которые проводят, тоже фиксируют и тоже выявляют много объектов, и поэтому вот сейчас в наступающем году мы рассчитываем, что у нас очень много объектов еще будет выявлено. Эта работа очень проводится. Еще я хотел бы добавить, что нами не только объекты восстанавливаются, то при проверке некоторые башенные комплексы вообще не стояли на учете. Это у нас 4 башенных комплексов, которые около Цори. Их мы поставили на учет. Это 4 селения, башенных поселений фактически не стояло. Также нами был выявлен по документам башенный комплекс Матхан. Вот тоже его поставили на учет. Также проводится работа по выявлению объектов, которые ранее не были, и их на восстановление. Вот сейчас здесь взять селение Пхамет, ну, ранее, которое было Пхамет селение, там сейчас башню восстановили, очень красивая башня. Боевая башня. Боевая башня. Она была в Вахоште Багратионе, грузинского историка, отмечено, что он в своих трудах отмечал, что в этом селении там стоит большая боевая башня, обнесенная словно каменной стеной. Поэтому вот сейчас она украшает это село. Мы в дальнейшем будем восстанавливать эти башни в этом башенном комплексе Пхамет. Это как целые замковые. Я бы хотел вот поблагодарить как раз местных жителей, то, что они приняли активное участие по восстановлению этой башни. И сейчас эта башня украшает вот это место. Работа очень интересная. Наши сотрудники постоянно работают. Просто сейчас зимнее время, естественно, эти работы у нас приостановлены. Как снег сойдет, дальше будут работать. И надеемся, что еще многих наших жителей обрадуем находками и будем еще ставить на учет выявленные объекты.
Мы в этом не сомневаемся, потому что знаем, наблюдаем, сколько усилий вы прилагаете в этой работе. На этом наша программа подошла к концу. Я хочу поблагодарить наших гостей за то, что пришли, ответили на вопросы зрителей, наши вопросы. Отдельное спасибо вам, Алексей Григорьевич, вашей команде. Да, для нас мы патриоты, мы любим свой народ, свою историю. Для нас все это очень важно. И очень приятно наблюдать за тем, что вы тоже также с нами в одной команде работаете над тем, чтобы еще больше мы узнали свою историю и сохранили ее самобытность. Спасибо. Самобытность нашего народа. Уважаемые зрители, благодарю вас за то, что были с нами. Мы сегодня говорили о сохранении объектов культурного наследия Ингушетии. С вами была Диана Дударова. Не переключайтесь, оставайтесь на телеканале Магаз. До новых встреч в эфире.